В эфире вечерние новости, в студии Василий Ращенко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Якутяне начали терять эпидемиологическую настороженность. Глава региона призвал жителей более ответственно относиться к угрозе коронавируса. На границе Верхневилюйского и Нюрбинского районов состоялось открытие мостового перехода через речку Тюкян. Проблема с вывозом твердых бытовых отходов остается актуальной для многих поселений Якутии. Как решают вопрос в Усть-Мае? В Якутии за последние сутки выявлено 107 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 70 выявлено в Якутске, по 5 в Амгинском и Мирнинском районах, по 4 в Алданском, Хангаласском, Чурапчинском, 3 в Усть-Алданском, по 2 в Вилюйском, Горном, Нерюнгринском, Алекминском, Татинском районах и по 1 в Намском и Оленёкском районах. На заседании оперативного штаба сегодня глава Якутии Сэн Николаев заявил о необходимости увеличения коек, в том числе для тяжело больных, которым нужна кислородная поддержка. Среди превентивных мер, которые необходимо принять в ближайшее время, он назвал дальнейшую иммунизацию людей от ОРВИ и гриппа, проведение контрольных мероприятий по выявлению нарушений ограничительных мер, а также усиление разъяснительной работы, кроме того, соблюдение масочного режима. Нам действия все-таки проводить в первую очередь по недопущению дальнейшего распространения болезни. С этой точки зрения, насколько я знаю, вот город уже ряд мероприятий начали проводить вместе с правоохранительными органами, Роспотребнадзором, органами исполнительной власти республики. Сейчас это надо более интенсивно и более еще действенно проводить, особенно в преддверии сейчас выходных дней. На днях глава Якутии обратился к населению с призывом соблюдать все меры предосторожности. О том, насколько это важно и почему необходимо вновь обрести эпидемиологическую настороженность, Сарглана Неустроева. Еще к началу лета общими усилиями республике, казалось бы, удалось приблизиться к выходу из режима повышенной готовности. Начались послабления, открылись места общего пользования. Однако к осени показатели значительно ухудшились. За последние недели мы приблизились к пиковым значениям конца мая. На сегодня число подтвержденных случаев коронавируса в республике уже превысило 10 тысяч. Ситуация осложняется тем, что за лето мы утратили то, что санитарные врачи называют эпидемиологической настороженностью. Мы перестали чувствовать личную ответственность за распространение инфекции. Многие решили, что коронавирус не страшен. В результате повсюду массовое нарушение санитарных требований, игнорирование масочного режима, социальной дистанции. Разумеется, обращение главы вызвало большой резонанс среди общественности. Многие отметили возможный переход к прежним ограничениям и готовность поддержать те меры предосторожности, которые необходимы в борьбе против распространения опасного вируса. Надо как-то работать на сознание каждого гражданина. Сознательность, только сознательность. Каждый, если не будет сам чувствовать самосохранность о своем здоровье, мы ничего не добьемся. А то, что мы в общество ходим, там маска, дистанция и так далее, это само собой. С каждым днем все больше и больше у нас, к сожалению, больных и по нашей республике, и по России, и даже по всему миру в целом. Поэтому я думаю, что все ограничительные меры, которые необходимо, скажем, принимать, да, нужно, чтобы соблюдали все. Немалое беспокойство вызывает и сезонная вспышка ОРВИ. Тем более, что симптомы обычной простуды зачастую принимаются гражданами за уже более серьезное заболевание. Здесь соблюдение мер безопасности как раз-таки и поможет сохранить не только здоровье, но и драгоценное время самого пациента и врача. Конечно, очень большие нагрузки. Понятно, что очень большие нагрузки. Сейчас к нам на помощь пришли наши младшие братья. Это студенты медицинского института ЕГУ, старшекурсники. И то, что появился насморк и температура, еще не значит, что вы умираете. Это всего лишь ОРВИ. И поспокойнее надо к этому относиться. Есть четкие алгоритмы. Делайте это, сделайте то. Да. Сейчас очень много алгоритмов. И надо начинать себя лечить. Конечно, своевременно лечить, обратиться в поликлинику, не создавать паники. К сожалению, многие уже попросту устали жить дистанционно, в масках и перчатках. И все же за последние 7 месяцев механизмы, отработанные для того, чтобы чувствовать себя максимально комфортно в нынешних условиях, достигли небывалых высот. Теперь не только покупки, но и развлечения, учеба и даже работа доступны на дому. Остается только перетерпеть и помнить: успех в борьбе с коронавирусной инфекцией – ответственность каждого. Сарглана Неустроева, Якутск.
Эффективность вакцин от коронавируса не снизится из-за его новых мутаций. Об этом рассказал профессор Йоркского университета Сешадри Васан. В рамках исследования ученые ввели в организм лабораторных хорьков экспериментальную американскую ДНК-вакцину от COVID-19. Выяснилось, что различий в поведении антител при контакте с двумя старыми версиями коронавируса и с новым штампом нет. Отметим, что в Якутии массовая вакцинация от коронавируса начнется предварительно в феврале следующего года. Сегодня на границе Верхневилюйского и Нюрбинского районов состоялось открытие мостового перехода через реку Тюкян. Подрядная организация «Хотьковский автомост» сдала объект раньше установленного срока. На торжественном открытии побывал Роман Савинов. Для возведения моста через речку Тюкян на 702-м километре федеральной трассы Вилюй из федерального бюджета было выделено свыше 2,5 миллиардов рублей. В 2018 году к строительным работам приступила компания «Хотьковский автомост». За 2 года компания построила, собственно, сам мост протяженностью 267 погонных метров и 4-километровый участок трассы. Это так называемые подходы к мосту 3-й категории с асфальтобетонным покрытием. И с введением в строй данного объекта этот участок федеральной трассы А331 Вилюй наконец-то стал круглогодичным. Мостовой переход через речку Тюкян соединяет 2 района – Верхневилюйский и Нюрбинский районы. Мост имеет 3 русловые и 2 береговые опоры. На мосту установили 560 погонных метров наружного освещения, более 7 тысяч метров барьерного ограждения. Установлены новые дорожные знаки, нанесена дорожная разметка. Наше ежедневное присутствие обеспечило здесь выполнение работ с должным качеством. То есть мы, как представители заказчика, здесь ежедневно контролировали качество, технологию, применяемые материалы, все, чтобы это соответствовало нормативной документации и проектной документации. Нюрбинский район расположен так, что его разделяют 2 реки Вилюй и Мархат. Десятки лет, чтобы добраться до Якутска, приходилось 2 раза переплавляться на пароме через Вилюй и еще переезжать через наплавной мост в Тюкяне. А в сезон распутицы район оставался отрезанным от административного центра Якутска. Но с вводом в эксплуатацию в прошлом году моста через Марху и сегодня моста через Тюкян дорожная логистика значительно улучшилась. Что касается ценообразования, то, конечно, оно будет иметь максимальное значение и будет способствовать эффективному снижению вообще цен на продукты, потому что когда мы учитываем все предприниматели, все торговые организации, а также все вычеты и расчеты, которые производятся, они производятся с учетом паромных переправ и тех сезонных распутиц, которые у нас были. На строительстве мостового перехода через Тюкян было привлечено несколько субподрядных организаций. Нюрбинский филиал «Рикавтодор» также внес свой вклад в строительстве этого объекта. Местные ребята работали на подготовке дорожного полотна к подходам к мосту. Наша работа заключалась в том, чтобы подготовить и отсыпать подходы 4 километра. Работу мы начали 10 марта 2019 года, в прошлом году. Отсыпано порядка 360 тысяч кубов земполотна. Подготовлено основание ЩПГС. С нашей стороны горизонтальная разметка, укрепление откосов. Мостовики сдали свой объект гораздо раньше намеченного срока. Несмотря на то, что работа была проделана весьма быстро, качество объекта на высшем уровне. Благодаря строительству моста через речку Тюкян наконец-то удалось ликвидировать понтонную переправу и обеспечить круглогодичное движение автотранспорта на данном участке Фат-Вилюй. И теперь нюрбинцам остается лишь дождаться ввода в эксплуатацию мостового перехода через реку Вилюй под Верхневилюйском. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Нюрбинский район. Еще один мостовой переход ввели в эксплуатацию в Сунтарском районе. Он проходит через реку Сасыр-Юрях и Олахан-Мугур. Длина 25,5 метров с устройством 4 водопропускных труб. Также завершили капитальный ремонт участка федеральной трассы Вилюй. Это участок с 991 по 1008 километры. Как отметил исполняющий обязанности председателя правительства Якутии Андрей Тарасенко, благодаря поддержке федеральных властей, реализации федеральной государственной программы развития транспортной системы, а также профессионализму дорожников в республике. Еще одним событием стало открытие стелы «Дорога дружбы», символизирующая совместную работу дорожников Мирнинского и Сунтарского районов. Стройка велась по плану, материалы все нормальные, где-то даже с опережением графика. Качество, я думаю, достойное, скажем так. Хотелось бы пожелать
без аварийного движения. Проблема с вывозом твердых бытовых отходов остается актуальной для многих поселений Якутии. Как решают вопрос в поселке Усть-Мая, узнал Юрий Таюрский. Еще ровно год назад собаки и лошади хозяйничали на санитарных точках сбора твердых и бытовых отходов, разбрасывая мусор по всей территории. В 2019 году в региональную программу по поддержке местных инициатив муниципального образования поселок Усть-Мая вошел проект и обустройство 12 санитарных точек в райцентре. Осенью начали устанавливать стационарные точки. Сейчас вы видите, как стало аккуратно. Населению тоже очень это нравится. Как бы все выносят мусор, выкидывают в баки. Уже не видно, чтобы было раскидано вокруг. МУП ЖКХ поселка Усть-Мая сотрудничает с местной администрацией по вопросам благоустройства райцентра, занимается утилизацией жидких и твердых бытовых отходов, а значит заинтересована в стационарных санитарных точек для сбора мусора. Вот эта модернизация точек сбора твердых коммунальных отходов, она приносит очень хорошие результаты. Потому что у нас практически нет разброса лошадями, собаками. Люди стали более-менее аккуратно. А вот скажите, можно ли место сбора мусора сделать эстетичным и в современном дизайне? Оказывается, можно. Вот эта данная точка сделана со средств администрации моего поселка Усть-Мая. Также администрация совместно с МУП ЖКХ приобретены мусорные баки. Администрация оплачивала мусорные баки, а мы их привозили, делали доставку. Вот точка мусора вот это вот вообще красиво сделано. Такой этот... как дизайн наподобие, да? Работа вообще выполнена аккуратно, красиво, приятно, ничего не перевернуто. Приятно мусор выносить. Но умудряются усть-майцы и не доносить мусор до санточки, а некоторые водители, не выходя из машин, кидают мусорные мешки в баки, зачастую промахиваясь. Да, рядом складывают много. А вот почему? Так, наверное, боятся измораться, наверное. Есть и даже баки, которые с крышками, они их вообще не открывают, рядом ставят. Сколько раз вот даже замечал, доходит до ящика, возле ящика поставил. Я даже взрослым говорю, вот трудно поднять крышку и бросить туда пакет. Культура поведения некоторых жителей такова, что многие из них превратились во временщиков. Такое ощущение, будто завтра все они уедут отсюда. Между тем, мы здесь остаемся до конца жизни. Наши дети вырастают и становятся такими же, как мы. Нет у нас чувства хозяина своей жизни, своего поселка, своей земли. Юрий Таюрский, поселок Усть-Мая. И на этом у нас пока вся информация. До встречи в эфире.